Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Вестник профсоюза образования». Мы расскажем вам о деятельности профсоюза работников образования и ответим на все ваши вопросы. Ну что ж, приступим. 1 сентября уже позади, но учебный год только начался. Потому давайте выслушаем напутствие от председателя профсоюза образования нашей республики. Дорогие учителя, коллеги, примите самые искренние поздравления в связи с наступлением нового учебного года. Желаю вам творческих успехов, крепкого здоровья, счастья, радости, добра, мира и благополучия в вашем доме. Желаю реализации всех ваших идей и планов, из которых складывается ваш путь к успеху. Ни один труд не требует такой самоотверженности, самоотдачи, таких душевных затрат, как труд учителя. Благодаря вам в республике подрастает новое, замечательное поколение активной творческой молодежи. Успехи учеников на престижных олимпиадах, республиканских и российских – ваша заслуга и ваш вклад в будущее района, города, республики, страны. Низкий поклон вам и признательность за преданность профессии, мудрость, терпение, веру в своих учеников и готовность всегда прийти им на помощь. От всей души желаю вам крепкого здоровья, жизненного благополучия, творческих успехов. Пусть вам всегда сопутствует удача, пусть ваш благородный труд приносит радость и удовлетворение, а каждый учебный год становится годом новых достижений. Желаю всем педагогам и их воспитанникам много новых открытий, удачных уроков, успешных дел. С уважением, Хизир Магомедович Герзелиев. К нам приехал ревизор, да непростой, бухгалтер-ревизор. Встречали в городе Шали. Бухгалтерские сверки в районах – дело обычное. Они проходят 2 раза в год. Съемочная группа телекомпании «Грозный» решила сопровождать работников райсовета и посмотреть, как работают районные бухгалтеры. На самом деле ревизор был не один. Рабочая группа с утра выехала в Шали, ну и мы за ними. В районе 49 первичных организаций. На подходе формирование еще одной в новом детском саду. И это не предел. Строится еще школа и садик. Сверки проходили в кабинете председателя Шалинского райсовета профсоюза Султана Саламова. Проверки проходят по всей республике. Начались они еще 14 августа. Работники финансово-хозяйственного отдела начали бухгалтерскую сверку по начислению, удержанию и перечислению членских профсоюзных взносов в образовательных учреждениях. У нас происходит 2 раза в год, первое полугодие, и за год сверяемся. В результате выявляются ошибки, бывает не перечисляются. На месте что можно исправить, исправляем. Помогаем, объясняем. Это бухгалтер ЭПС. Станция. Это краевая. Так, фонд зарплаты помесячно за первое полугодие 2014 года сверки фонд зарплаты. Составлен график сверок, согласно которому специалисты отдела до 26 сентября посетят все районы республики. Первыми, согласно графику, проверку прошли Ачхой-Мартановские и Сунжинские районы. Проверка проходит в районных отделах образования, куда заранее приглашаются бухгалтеры образовательных учреждений с необходимой документацией. При проведении проверки обращается внимание на фонд заработной платы, начисление и удержание членских профсоюзных взносов и их перечисление на единый расчетный счет, ну и наличие задолженности. По словам Саламова Султана, председателя Шалинского райсовета, в их районе ситуация вполне благоприятная. Никаких серьезных ошибок не было выявлено. Да и вообще их район лидирует по количеству членства в фонде социальной поддержки учителей, а это немало значит. В районе у нас децентрализованная бухгалтерия, где-то 50 бухгалтеров, работников, которые занимаются этими вопросами. Но среди есть опытные, знающие свою работу, давно работающие бухгалтера. Они, кстати, некоторые из них уже награждены и грамотами профсоюза. Есть, которые вновь приняты, с ними приходится работать больше, потому что нет опыта. Но они определенные нам проблемы создают, но опять-таки приходится решать совместно. Специалисты финхозотдела обращают особое внимание на процентное соотношение членов профсоюза в коллективе образовательного учреждения, а полученные данные сверяются с реестром райсовета профсоюза по численности членов в образовательных учреждениях республики. В ходе сверок выявляются единичные случаи нарушения, зачастую связанные с отсутствием удержания членских взносов сезонных работников, работников-совместителей и неудержания членских взносов с премиальной части заработной платы. По выявленным нарушениям ведется работа на месте, индивидуально с каждым бухгалтером образовательного учреждения.
Чеченская республиканская организация Общероссийского профсоюза образования – самая массовая профсоюзная организация в Чеченской республике, в членах которой состоит более 45 тысяч человек. Поэтому для проведения августовского профсоюзного форума, который бывает практически ежегодно, руководство профсоюза выбирает самое большое в республике помещение – Республиканский театрально-концертный зал в Грозном. В нынешнем году в этом мероприятии участвовало 770 профсоюзных активистов. В нем также принял участие председатель Совета профсоюзов Чеченской республики Хусейн Салтагиреев. Он приветствовал собравшихся и пожелал им успешной работы. В первой части форума с отчетом о работе Фонда социальной поддержки учителей за первое полугодие 2014 года выступила директор фонда Медина Досиева. Она сообщила некоторые факты деятельности, но в основном нынешнее собрание пайщиков было связано с необходимостью утверждения положения ФСПУ в новой редакции с учетом замечаний и предложений. Участники форума единодушно проголосовали за новую редакцию положения. Председатель профсоюза образования Хизир Герзелиев в своем выступлении определил некоторые практические задачи. Разговор наш чисто внутрисоюзный, о наболевшем, откровенный. О том, что нам мешает эффективно работать и профессионально развиваться, обозначил председатель формат собрания. Положительно то, что профсоюзные комитеты, председатели организаций наконец-то преодолели синдром страха, твердо и решительно стали отстаивать учителя от незаконных нападок агентов коммунальных служб. Через районные администрации, прокуратуры, суды, самостоятельно и с помощью представителей и правовых инспекторов Республиканского совета они добиваются справедливости. В итоге нашей настойчивости и активной поддержки ряда депутатов парламент проголосовал за увеличение компенсации по коммунальным услугам до уровня 1200 рублей и выделение денежных средств в размере 30 миллионов рублей для ежегодного оздоровления 1000 педагогических работников. Хизри Мадаев, заведующий правозащитным отделом, выступил с докладом «Правозащитная работа. Первооснова деятельности профсоюзного комитета». Речь пошла и о конкурсах, которые показывают, насколько активны первичные организации. У нас сегодня откровенный разговор. Что мы хотим, что мы желаем себе. У нас на 1 июня 776 организаций, первичных профсоюзных организаций. Мы проводили 3 конкурса «Правозащитный отдел». Из 776 человек в конкурсе «Коллективный договор» приняло участие 25 организаций. Подумайте сами, что у остальных, в общем, коллективные договоры такие плохие, что, в общем, нельзя, в общем, другим показывать, что ли. Конференцию завершило награждение победителей различных конкурсов. Более 60 профсоюзных активистов получили почетные грамоты и денежные премии от профсоюза образования Чеченской республики. Защита прав членов профсоюза, юридическая консультация – это работа правозащитного отдела. Давайте посмотрим, с какими вопросами к ним обращаются работники образования. Правозащитный отдел, он ответит на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. 15 июня 2014 года введен в действие новый порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Какие произошли изменения в порядке проведения аттестации? В отличие от прежнего порядка проведения аттестации, который не применялся в отношении педагогических работников, работающих не в государственных, частных образовательных учреждениях, новый порядок применяется ко всем педагогическим работникам, осуществляющим образовательную деятельность, за исключением профессорско-преподавательского состава. Еще одно нововведение – это то, что прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности по старому порядку нужно было подавать документы и проходить аттестацию непосредственно в Министерстве образования Чеченской Республики в аттестационной комиссии. Нынешний порядок предусматривает то, что эта комиссия создается непосредственно в организации того образовательного учреждения, где вы работаете, из числа ваших коллег. Я работаю учительницей в школе. Обязана ли я проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности и установление квалификационной категории? Вы обязаны пройти аттестацию на соответствие занимаемой должности только в том случае, если руководителем, директором, то есть или заведующим, вынесено представление на вас, то в этом случае вы обязаны пройти аттестацию на соответствие занимаемой должности и только один раз в течение 5 лет.
А вот прохождение аттестации на первую и высшую квалификационные категории – это чисто добровольное пожелание каждого. Если вы хотите, вы подаете заявление в Министерство образования, если нет, то не подаете. Я уже 2 года имею первую квалификационную категорию и сейчас планирую подать заявление на получение высшей категории. Если я не смогу пройти на высшую категорию, то сохранится ли за мной первая категория? Это наиболее распространенный вопрос, касающийся аттестации. Могу вам с уверенностью сказать, что ваша категория сохранится, несмотря на то, что вы не пройдете на высшую категорию. Более подробные ответы на свои вопросы и много еще интересного вы найдете в таком информационном бюллетене, выпущенном нашим профсоюзом касательно нового порядка аттестации. Эта брошюра есть в каждой первичной профсоюзной организации. Спрашивайте у вашего председателя и пользуйтесь. Если у вас также появились вопросы, можете написать письмо профсоюзу. Адрес вы видите на экране. Ну а сейчас представляю вам короткие фоторепортажи из жизни профсоюза образования. 9-й «Шах и мат». В августе в Доме профсоюзов прошел ежегодный шахматный турнир, посвященный памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмад Хаджи Кадырова. Организатором турнира выступил Совет профсоюзов Чеченской Республики во главе с председателем Совета профсоюзов Чеченской Республики Хусейном Салтыгиреевым. Турнир проходил по олимпийской системе в 5 туров. 32 участника – представители 13 отраслевых профсоюзов. 15-минутная партия. Проигравший выбывает. Главным судьей выступил вице-президент Шахматной федерации Чеченской Республики Руслан Яндарбиев. Игры были напряженные, но кратковременные. В итоге победителем стал Мовсар Шамсудинов. 2-е место занял Умар Гадаев, а 3-ю позицию разделили Маули Танкаев и Адам Гилаев, педагог дополнительного образования Дома детского творчества Наурского района. Победителям вручили грамоты и ценные призы. 2 сентября 2014 года работники аппарата Ревсовета профсоюза образования провели встречу с руководством и членами ученого совета Чеченского государственного педагогического института. На встрече активно обсуждался вопрос об учреждении первичной профсоюзной организации в институте с последующим созданием студенческого профсоюза. Как известно, в главной кузнице учительства республики до сих пор отсутствует первичная организация, что является большим упущением и над чем предстоит поработать. В ходе беседы все пришли к единогласному мнению о необходимости провести подобную встречу, собрав весь преподавательский коллектив, на котором он сам решит вопрос учреждения первичной организации. В Доме профсоюзов состоялся семинар совещания для впервые избранных председателей профсоюзных организаций учреждений образования республики. Новичкам объясняли, что значит быть профактивистом. Подробно рассказали, как действовать в той или иной ситуации. Из станицы Наурская в Дом профсоюзов спешит Наталья, председатель первичной организации детского сада номер 2. Тверская казачка, родилась и выросла в станице. 15 лет работает в саду. И вот теперь коллеги доверили ей непростое дело – возглавить правком. Работы у Натальи немало, садик большой, 64 сотрудника. На семинаре, по ее словам, она узнала много нового и интересного. Наш детский сад очень дружный. Коллектив находит между собой общий язык. Накопляемость детей, конечно, большая, но мы справляемся. На семинар я приехала узнать что-то новое, донести до своих работников новые предложения профсоюзного собрания. Надеюсь, с этой работой справиться. На этом собрании я познакомилась со своими коллегами, с которыми делилась опытом, и надеюсь дальше взаимодействовать. В малом актовом зале Дома профсоюзов руководители отделов и специалисты аппарата Ревсовета подробно рассказали собравшимся активистам об уставных аспектах в организации работы школьного профсоюзного комитета. Для начинающих профсоюзных активистов прозвучало много полезных советов от опытных профактивистов. Это постоянно действующий семинар проводится вот уже 5 лет в стенах Дома профсоюза. Гапуева Яха заведует учебно-методическим кабинетом, и за проведение подобных семинаров отвечает именно она. Около 200 человек у нас получилось впервые избранные. Вот мы поставили целью семинар, начало работы семинара обучить впервые избранных председателей правкомов профсоюзной работе. Вот сегодня первый семинар был. Но деятельность правкомов очень многогранна.
Это и тарификация, участие в тарификации, это и кружковая работа по духовно-нравственному воспитанию, это и правозащитная работа, это и по фонду учителей работа. То есть очень многогранная. Проблема социального партнерства длительное время не привлекала к себе большого внимания. Как общественный феномен, социальное партнерство сравнительно молодо. Оно представляет собой бесконфликтный способ регулирования социально-трудовых отношений между работодателем, наемным работником и государством. Оно стало использоваться на Западе лишь в последние десятилетия, в России и того позднее. Крупнейшее объединение профсоюзов России ФНПР в начале 90-х годов выступило инициатором практического становления и развития социального партнерства в России. Зачем профсоюзу нужны социальные партнеры в лице руководства образовательных учреждений и администрации местных муниципалитетов, об этом подробнее расскажем и покажем на примере средней школы номер 3 города Урус-Мартан. Вот уже 9 лет Асет наводит чистоту в стенах Урус-Мартановской школы. Не так-то и легко поддерживать чистоту в школе, в которой учатся 1746 учеников. Да и дома хлопот хватает. Вот, например, крыша дома прохудилась, а денег на новую нет. Асет обратилась в профком, и здесь свою роль сыграло социальное партнерство. А именно профсоюз, дирекция школы и районная администрация, социальные партнеры, объединив усилия, помогли женщине. Мне они очень помогли. Мне дали шифер 80 листов. И в то, что еще мне понадобится, мне обещали все время, даже и покрыть шиферой потолок, в крышу, все, что у меня не хватает дома. И организовать даже, ну как это вам сказать, еще добавить что-то. И у меня муж больной, и если надо в больницу повезти, и в этом они меня помогут. Можно долго говорить про социальное партнерство, говорить сложными терминами, но очевидно, что дело благородное. Как показала практика, заключение таких договоров позволяет закрепить более широкий перечень социальных льгот и гарантий для работников. Руководители школ должны видеть в профсоюзе не оппонентов, а социальных партнеров. Изменился морально-психологический климат в коллективе прежде всего. Он изменился. И вот никогда вот наши ссоры, вот нельзя говорить, что у нас все гладко, никогда наши ссоры не выходили за пределы вот, нашего коллектива. Сацита 28 лет работает в школе, а 8 из них возглавляет первичку. Она считает, что между профсоюзами и руководством школы вместо споров и разногласий надо налаживать контакт. Только так она сможет защищать права своих подопечных. Главная задача профсоюза – защита законных прав и интересов членов профсоюза. А мы считаем, защитить интересы работников могут только социальное партнерство, совместные действия. С директором школы общий язык найден, значит, из любой сложной ситуации выход найти будет нетрудно. Зураб Гучигов руководит школой не так давно, 3 года. С помощью председателя первички, говорит, даже дисциплину налаживаем. Между ними договоренность. В рамках профсоюзной работы Сацита также проводит доверительные беседы с учителями и объясняет, что нарушение дисциплины – это в первую очередь плохо для них самих же. Когда речь идет о социальном партнерстве, то мы исходим из основных принципов этого партнерства – это равноправие сторон. При определении таких важных вопросов для работников, как, допустим, нагрузка учителей на новый учебный год, составление тарификации, заключение коллективного договора, учитываются интересы, учитывается мнение первичной профсоюзной организации и обязательно согласовываются с ними все условия этого договора с последующим, конечно же, его соблюдением этих условий. То есть я бы хотел подчеркнуть роль профсоюзной организации не только в плане защиты, скажем так, интересов работников. Просто у нас практикуется так, что вот эти работники, которые систематически нарушают режим работы школы, они вызываются на заседание профсоюзной организации и по профсоюзной линии с них очень строго спрашиваются, их призывают к ответственности и так далее. Я бы хотел, вот этот момент хотел бы подчеркнуть и пожелал бы любой другой организации, чтобы вот первичные профсоюзные организации вот таким образом содействовали укреплению трудовой дисциплины.
Вот уже 37 лет учит малышей Саламова Румиса. Здоровье в последнее время подводит, говорит учитель. Необходимость в отдыхе чувствовалась с каждым днем все сильнее. В этом году, летом, где-то в августе месяце, после учебного года я очень себя плохо чувствовала. Я обратилась к нашему председателю профсоюзного комитета, к Сацити Ширваниевне. Она мне сказала, что они могут помочь. Обратилась я в Дом профсоюзов. Там меня принял один молодой человек. Он мне полностью раскрыл все эти курорты, объяснил их цены, показал, где какие условия рассказал. Ну и я подобрала то, что мне удобно. Город Пятигорск, санаторий «Лесная поляна». Там я пробыла 12 дней, отдохнула хорошо, подлечилась. Ну и думаю, что до конца учебного года мне будет достаточно моего здоровья. Можно перечислить основные меры социальной поддержки работников образования, которые обычно принимаются сторонами в рамках социального партнерства. Это доплаты к окладу, заработной платы молодым специалистам первые несколько лет работы, организация работы молодежных советов, клубов, развитие института наставничества, организация санаторно-курортного лечения и оздоровления работников. В общем, социальное партнерство будет приносить только пользу, но если оно будет не только на бумаге, но и на деле. Это все, что мы успели вам рассказать. За кадром осталось еще много интересного, но у вас еще есть шанс увидеть все на сайте rissavет.ru. До новых встреч. Адикёш.